Это была первая пресс-конференция главы республики Махмута Али Калиматова. Она продлилась почти 3 часа. За это время в зале прозвучали больше 30 вопросов. Давайте вспомним самые актуальные и острые из них. Первый вопрос и первый ответ руководителя субъекта Махмута Али Калиматова спрашивают о работе по оптимизации правительственного корпуса. В республике немало приглашенных специалистов, которые никогда не жили в регионе. Связано ли это с нехваткой специализированных кадров? Журналист «Национального» интересуется еще одним важным решением, принятым главой совсем недавно. 27 января произошла отставка правительства уже со второго состава. И интересно, чем это было продиктовано? Каждый человек набирает свою команду. Это естественно. Второе. Мне некогда было разбираться уровнем тех или иных способностей руководителей, которые работали. Некогда было. Я говорю откровенно. Были люди, которых я знаю 30 лет, 35 лет. Вот. Я знаю, кто они, кем они работали. И сегодняшний исполняющий обязанности, это более 30 лет, он работал первым заместителем мэра города по финансам, а у нас финансы поют романсы. Поэтому было предложение такое, что я как глава посчитал, и что будет полезно для республики, и разобраться. Самое, что я вижу, наблюдал, говорят все правильно, а в суть разбираешься, совершенно другое видишь. Поэтому это первое. Второе, они все назначаются от 3 до 6 месяцев. Я им ставил задачу, если они не справятся, кто бы это ни был, то они пойдут в отставку. Были такие моменты, где я видел недоработку, и поэтому я распрощался и с Минэкономикой, я распрощался и с Минэкологией, потому что те задачи, понимаете, такая вот динамичная жизнь, у меня и у правительства нет времени. У нас есть такие застарелые такие проблемы, которые надо решать вчера уже, а приходится их сегодня и завтра решать, поэтому люди ведь не будут ждать, пока там раскачается правительство или министр какой-нибудь. Следующий вопрос связан с коррупцией. Главу субъекта журналисты спрашивают о коррупционных делах и как он намерен контролировать это зло в современном обществе. И вот эти все коррупционные проявления, я говорю честно, открыто тем людям, которые стараются нажиться на республике, на конкретном коллективе, на конкретной отрасли здравоохранения ли это, да, или образование. Я скажу, пока дал не ценой должность сволочь, я буду искоренять это всеми силами, какие у меня только есть. Потому что это вред приносит конкретным людям. Ингушетия – преимущественно аграрный регион. Сама природа располагает здесь вести и развивать сельское хозяйство. Следующий вопрос касается развития этого направления у нас в республике. Первоначальная, вот стартовая, если сказать, да, вот у нас первая удобная дорожка – это вот сельское хозяйство. Вот оно у нас вот лежит. Если мы засучим рукава, вот, каждый в огород выйдет, бурьяны свои снесет и начнет там сажать редиску, морковку, неважно, сколько она за копейки продается там. Но все-таки меня что удивило? У нас овощей мы производим в республике только 8%. 8%. Капусты 5%. Я удивился. У нас яиц нет. Куриных. По-моему, 11%, что ли, обеспечиваем себя. Все завозное. Все завозное. И в первую очередь я хотел бы сказать, что разговор серьезный с ГУПами, которые вольготно жили там, сельскохозяйственными, 8-10 центров у них с гектара,
Ну, это просто нечистоплотность поведения руководителей. И в этом плане мы сейчас решили вот что. Сейчас проводится ревизия всех земель. Они будут изыматься, кто не будет работать. Или кто там придумывает работу, якобы. Вот. И я вам говорю реально, каждый гектар земли, я сказал, должен быть. И сам буду ходить, смотреть по возможности везде. Глава региона отметил, что более 900 башен нужно внести в Государственный реестр памятников истории и культуры. Сегодня в таком реестре только 1000 башен. Помимо прочего, главу спрашивали о сохранении языка, популяризации книг на ингушском, развитии сельских территорий, о реализации национальных проектов и не только. Разговор Махмута Али Калиматова с журналистами был открытым и честным. Лина Цычоева, Новости 24.